Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Художественный фильм «Тыгын Дархан», снятый режиссером Никитой Рыжаковым по мотивам одноименного романа Василия Яковлева-Долана, завоевал главный приз 6-го российско-британского международного кинофестиваля СИФа. Поговорим о роли киноискусства в современной культуре с режиссером фильма «Тыгын Дархан» Никитой Рыжаковым. Никита Иннокентьевич, здравствуйте! Добрый день! Расскажите, в чем новизна для мирового кинематографа картины «Тыгын Дархан» и почему именно наш фильм завоевал главный приз еще одного международного конкурса? Ну, мне кажется, во-первых, это мир не очень хорошо знает нашу республику. Вот. И, наверное, это стало для них интересно. И также вот наша энергетика нашего народа, ее культура, фольклор, ее религия, она заставляет людей разных национальностей, независимо в какой они стране живут, интересоваться. Им, для мира это интересно. Вот именно вот наша историческая сторона нашей жизни, мне так кажется. «Журавли над Ильменем», «Снайпер Саха» — это фильмы, связанные с недавней историей нашей Родины. Почему в последней работе вы обратились именно к фигуре Тыгын Дархана? Как режиссер я веду довольно-таки одну тему, вот, очень обширную, да. Я пытаюсь рассказать своим зрителям и через своих зрителей выйти на зрителей других стран, там, можем сказать, да. Показать якутский характер, показать особенность нашего народа, показать, как вот на Крайнем Севере вот этот народ не просто выжил, да, а создал целую цивилизацию, какими принципами она живет, какими принципами, как она относится к жизни, вообще к людям. Вот. И вот через этих своих героев, будь то «Журавли над Ильменем», «Снайпер», это все якутские мужчины, Тыгын Дархан. Вот. Это мужчины с огромной силой, с большим сердцем. А скажите, какую нишу сегодня занял якутский кинематограф на российском и международном уровне? И так ли якутский кинематограф, как наш российский бренд, узнаваем? С 1992 года по созданием кинокомпании «Саха-Фильм» по указу нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева вот, началось отсчет от якутского кинематографа. Вот. Но это мы связываем с тем, что государство взяло под крыло, оно стало финансировать, и сегодня мы видим кое-какие плоды вот тех начинаний, которые были заложены в 90-х годах. Да? Несмотря на то, что Советский Союз была развалена и так далее, но вот этот феномен, он заложен был еще тогда. Но на сегодняшний день, конечно, в России якутское кино, оно как бы стоит отдельным феноменом. Вот. Люди признают, люди смотрят. Но работы очень еще много. Вот. Мне кажется, из количества мы должны, уже пришла пора переходить в качество. Давайте вернемся к вашему фильму «Тыгын Дархан». Расскажите, как вы подбирали актеров на главные роли для вашего фильма? И трудно ли вам было работать с непрофессиональными актерами? Ну, я начну со второго. Непрофессиональные актеры, вот когда режиссер берет определенного человека на какую-то роль, это обычно бывает эпизод. Ну, сам характер, сам темперамент он диктует, да. Поэтому как бы самодеятельный актер в одном эпизоде или в пару эпизодов это не очень сложно снять. А когда актер уже с текстом и так далее, и он проходит через весь фильм, естественно, тут нужны, конечно, профессиональные актеры. Вот. И
например, у нас там, ну, многие были начинающие актеры, да, начиная с главного героя. Но всегда есть братство на съемочной площадке. Профессиональные актеры, вот, все стоят за камерой, следят, и если нужно, они могут где-то там в кулуарах подсказать и так далее. А как сегодня в регионе поддерживается наш кинематограф, и может ли любой молодой режиссер взять вот так вот сразу и снять большой фильм? В регионе есть целая программа, финансируется кино через Министерство культуры. И там объявляется конкурс, и работает экспертная комиссия. И, конечно, вот более какие-то интересные сценарии, они финансируются. Вот. Я не могу сказать насчет большого кино, но такое, ну, авторское с 2 актерами, с 3 актерами, это как-то, ну, финансируется. А приходят ли к вам молодые люди со своими идеями, сценариями? Приходят, конечно, приходят. Но другое дело, что это очень сложный процесс, потому что они приходят без подготовки, без определенного профессионального образования. Вообще я считаю, что в кино без образования, профессионального образования, которое закладывается там в киношколах разных, вот, и без этого очень сложно, значит, сформировать мысль кинематографическую. Вот, поэтому, ну, желательно, чтобы молодые люди не игнорировали профессиональным образованием, они должны все равно пройти некий курс, чтобы войти в профессию. А вы сейчас, может быть, работаете с кем-то из молодых студентов, кого-то на практику к себе взяли? Ну вот на практике у меня много через меня прошло ребят, и, ну, у меня есть как бы молодые режиссеры, уже состоявшиеся, в которых я тоже, мне кажется, я участвовал в их творческой жизни. Вот. Ну, это, например, Александр Лукин, который успешно сейчас закончил свой фильм. 2 фильма даже закончил. Вот. И вот какие-то такие точечные, конечно, эти идут. А вот насчет преподавания, конечно, у меня очень большое желание. Вот. Например, ну, это я не говорю, что именно должно быть так. Например, Александр Сакуров, он в Нальчике, в Кабардино-Балкарии, он выпустил целый курс, ну, такой точечный, да, скажем. И как результат, например, оттуда вот самый известный режиссер из молодых, один из режиссеров, это Кантемир Балагов, да, который номинировался на Оскар и так далее, и так далее. Вот, поэтому вот эту практику бы хорошо бы применить и в нашей республике. Это бы дало, ну, неплохой результат, мне кажется. Никита Иннокентьевич, вы начинали свою карьеру в Нерюнгринском театре. А можете ли вы что-то посоветовать молодым студентам, режиссерам, которые хотят начать свою карьеру? И, возможно, отличается ли как-то театральная режиссура от кинематографической? Ну, конечно, это театр и кино, это совершенно 2 разных вида искусства, мне так кажется. Потому что театр – это ты здесь и сейчас, в этом и ценность театра, живое общение. Ты видишь, как актер в начале пьесы был таким, в конце стал другим. Вот это перевоплощение – это самое ценное, это самое дорогое во всем мире. Да? Театр, билеты в театр стоят дороже, да, скажем. А кино, оно такое массовое, народное, скажем так, да. Не зря вот в советское время Ленин назвал важнейшим из искусств кино и цирк, потому что оно доступно, оно понятно, оно простое, оно жизненное. Вот. А вот создать вот эту жизнь на экране, это уже, ну, это целый такой процесс, который требует очень много труда, очень много терпения. Вот. А что все-таки посоветуете молодым людям, молодым режиссерам?
С чего начать, может быть, если кто-то сейчас также занимается сейчас в театре, но видит себя режиссером кино? Ну, надо просто брать и делать. И вообще сейчас в связи с технологиями стало все доступно, да? В свое время нам рассказывали, что кино должно быть доступно так же, как взять карандаш и нарисовать, да? Вот, примерно это время сейчас вот пришло уже, скажем, да? И тут дело уже просто вот немножко нужно все равно освоить сценарное искусство, ну хотя бы понимать, что такое сценарий, что такое драматургия, как работать с актером, как работать с оператором. Это, конечно, сразу это не делается, это некий такой достаточно трудоемкий процесс. Современное кино должно ли чему-то учить и влиять на духовность общества? Или можно стать известным, снимая только коммерческие картины? Ну, сейчас есть такая тенденция, вот, что если ты там прославился на каком-то фестивале, это считается как бы, ты достиг успеха, ты достиг пика своего творчества, да? Но на самом деле, если ты манипулируешь как бы сознанием людей, ты выходишь к людям, да, через экран, там, может, через сцену, скажем так, ты несешь большую ответственность. Вот. Начиная от молодого совершенно поколения и заканчивая там пожилыми людьми, да, ты несешь, конечно, колоссальную ответственность. И с этим надо как бы считаться, да. Ты что-то проецируешь людям, ты обращаешься к зрителям. И мне кажется, всегда зрителя надо в первую очередь уважать. Вот. И не все темы, в общем-то, в жизни много есть табу. И вот это все раскрывать и показывать вот так или иначе, это все равно большая ответственность. Поэтому любой посыл к зрителю, к человеку, это ответственность. И ты должен потом не прятаться и убегать, да, а ты должен выйти людям и сказать, почему ты снял такую картину. В нашей жизни повседневной много негативного, много плохого, но это не значит, что это должны быть мы каждый день смотреть на экране, да. Вот, поэтому с этой точки зрения я думаю, что, конечно, кинематограф, раз люди платят деньги и приходят смотреть, они что-то должны из этого вынести для себя. Спасибо вам большое, Никита Иннокентьевич, за то, что пришли, ответили на все наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо вам. Всего хорошего. Вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.